Насыщенная культурная, выставочная, гастрономическая жизнь столицы Дальнего Востока дарит уникальные и неповторимые события. Выставка в ауре космоса, фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы» и фестиваль еды от Арктики до Дальнего Востока. Обо всем этом расскажем в нашем репортаже. С 26 августа в Приморской картинной галерее проходит выставка в ауре космоса «Современное изобразительное искусство Якутии». Выставочный проект приурочен к празднованию столетия со дня образования якутской автономии. В парадном зале галереи в сопровождении этнической музыки зрители могут погрузиться в традиционную культуру народов Якутии, глубокая древность которой отражена в современном изобразительном искусстве. На выставке представлены произведения из собрания Национального художественного музея республики. Художники Якутии, вобрав лучшие традиции русской художественной школы, создали на земле Лонхо свою эстетическую платформу, питающуюся из двух могучих источников – национальных традиций и мирового художественного наследия. Зритель довольно активно идет в наши стены, и уже около 1000 зрителей посетило эту, безусловно, интереснейшую выставку. Есть отзывы, есть интересные диалоги. То есть вот то, что зритель не остается равнодушным, вот для меня это представляет наибольшую ценность, потому что когда искусство трогает, значит, это и случился тот волшебный, так сказать, волшебное соединение художника и зрителя, и произошел этот, так сказать, контакт, эта вспышка. Но эта вспышка происходит постоянно еще и потому, что на выставке мы, например, можем видеть совершенно уникальные национальные костюмы. Особенно все влюбляются, я еще на фазе монтажа выставки лично, так сказать, влюбился в костюм невесты, в эту девушку, да, совершенно, так сказать, бесподобную. Поэтому, да, трогает любовь народа Якутии к лошадям. То есть, исторически понятно, да, что эта якутская лошадь, условно колымская, она сыграла огромную роль и в выживании якутов, и в их настоящей комфортной жизни. И поэтому люди отвечают ей своей любовью, и то, что на этой выставке присутствует целый уголок, связанный с декором лошади, с ее украшением, и это все так с душой сделано, и все так сказать, позитивно и здорово, это тоже греет. Также на выставке представлены реконструкции национальных костюмов к фильму «Тыгын-Дархан». Шаманские обряды, истории жизни жителей якутских сел представлены на колоритных картинках. В скульптурных композициях зритель увидит современную интерпретацию фольклорно-эпических мотивов, легенд и сказаний. Адаяна Дымбрылова из Якутии, проживающая во Владивостоке уже несколько лет, с удовольствием посетила выставку, в которой отражена вся палитра традиций и обычаев народов Якутии. Находясь вдали от родины, я очень рада посетить данную выставку, который собрал одни из лучших и удивительных экспозиций нашей республики. И меня пробирает гордость за то, что у жителей и гостей Приморского края есть уникальная возможность ознакомиться с культурой и традицией Республики Саха-Якутия. Выставку дополнила образовательная программа с настольными играми для детей и взрослых, способствующими развитию мелкой моторики и погружению в культуру народа Саха. Напомним, выставка продлится до 2 октября. Продолжаем рассказ про фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». В спортивной набережной развернулся красочный праздник национальных культур. Этот фестиваль проходит во Владивостоке в 7-й раз и призван рассказать горожанам о культуре, традициях этих народов. Владивосток уже традиционная площадка фестиваля «Меридиан дружбы». Национальные костюмы, сувениры, совместные игры и традиционные состязания – все это сближает народы, делая их добрыми соседями. Фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы» – это яркий и колоритный праздник, ежегодно объединяющий представителей различных национальностей, проживающих во Владивостоке.
Начинали праздник с большой концертно-развлекательной программы с участием творческих, вокальных и хореографических коллективов и исполнителей. Почти каждый год, я вот прошлый раз я пропустила, потому что ездила на родину в Казань, а так я каждый год участвую в этих меридианах, выступаю сольной программой, исполняю татарские песни, вот, ну и вокальными группами тоже. Я считаю, что такие мероприятия, они необходимы, потому что они привносят праздник, они обогащают, как говорится, жизнь человека, и плюс они показывают наше многообразие культур, делают нас богаче, потому что на этом празднике мы еще как плотнее знакомимся друг с другом, уже становимся неформальными друзьями, а настоящими друзьями, делимся своим опытом и бытовым, и жизненным. В общем, такое необходимо. И, конечно, дух у нас после таких вот фестивалей поднимается, и потом, такой в тонусе, с хорошим настроением. Праздник – это есть праздник. Около амфитеатра были установлены тематические шатры якутов, русских, украинцев, белорусов, татар и других национальных общин. Участники демонстрировали традиционные костюмы своих народов, исполняли национальные песни и, конечно, гостей фестиваля угощали традиционными блюдами. Студенты, обучающиеся во Владивостоке, достойно представили Якутию на мероприятии. В отдельном шатре можно было с головой окунуться в культуру республики. Национальные костюмы, изделия, посуда, блюда якутской кухни. Со всем этим с интересом знакомились участники фестиваля. Участвую я на Меридиане дружбы в первый раз. Это хорошо, что такие мероприятия проводятся. Можно узнать культуру разных народов, попробовать их кухню, узнать традиции. Вот, например, можно посмотреть фотографии разных народов, узнать историю, подойти и спросить. В свою очередь мы показываем свою культуру. К нам очень много людей подходило сегодня. Мы показывали им наши книги, нашу кухню. Очень много людей сказали, что им очень интересно узнать нашу культуру. И такие мероприятия позволяют сблизиться с нашими друзьями и соседями. На спортивной набережной звучала национальная музыка, которая задавала тон народным танцам. За это время фестиваль успели посетить сотни владивостокцев и гостей города, получая искреннее удовольствие от увиденного. А также во Владивостоке с 23 по 25 сентября прошел уличный гастрономический фестиваль еды от Арктики до Дальнего Востока. В столице Дальневосточного региона в эти дни представили более 200 блюд национальных и региональных кухонь страны. На центральной площади Владивостока можно было попробовать уникальные кухни из разных уголков нашей страны – Якутии, Бурятии, Камчатки, Москвы, Мурманской области, Удмуртии и, конечно, широко представили приморские деликатесы. В формате стрит-фуд-маркета гости смогли попробовать приготовленные блюда коренных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. Проекту гастрономического форума уже 3 года, и каждый раз мероприятие проводится в разных регионах. Главная цель фестиваля – продемонстрировать масштаб и этнокультурное многообразие России, а также заново открыть Владивосток, у которого есть шансы стать круглогодичной гастрономической площадкой знакомства с отечественными кулинарными традициями для жителей Дальнего Востока и туристов из Азии. Вы знаете, мероприятие, я считаю, замечательное, просто великолепное. Вот только что прошла, очень много представлено различных, субъектов, павильонов, субъектов Дальнего Востока. Интересно достаточно, очень много я не пробовала еще. Интересно, наверное, сейчас что-то попробую. Замечательная идея, потому что, я так считаю, что чем больше людей в это вовлечено, это все-таки культура, это наших субъектов, которые рядом с нами. Великолепно. Павильон «Вкус Якутии», меня тоже заинтересовал. Была в Якутии, ела строганину там, знакома с бытом Якутии, поэтому сейчас с удовольствием попробую продукцию Якутии. Стою как раз у этого киосочка.
Считаю, что нужно давать замечательный старт, и такие мероприятия должны в дальнейшем только как можно чаще проводиться. Людей достаточно много, люди заинтересованы. Прошла, посмотрела, продукция востребована, люди с удовольствием пробуют. Шеф-повара из Якутии тоже стремились удивить участников фестиваля, вкладывая свое умение и частичку якутского тепла в каждое блюдо. Вкусная и полезная еда из республики пользовалась популярностью и смогла удовлетворить даже самый изысканный вкус. В данном фестивале усадьба Атласов представляет Якутию, якутские блюда, какие они могут быть, уличная еда. Допустим, мы сюда включили сугудай, индигирку, строганину, сделали картошку запеченную, да? Это как в детстве пекут же картошки под костром. Так и сделали, а потом сверху, получается, это сугудай идет, чир малосольный, с этим с лучком, а сверху икрой и зелень. То есть это тоже очень интересные такие продукты и интересный такой фастфуд. Очень быстро все делается, подается точнее быстрее. Все натурально, вкусно. Представляем сегодня «Вкус Якутии». Это наш национальный проект, который продвигает гастрономический туризм. И сегодня мы будем угощать нашими особенными блюдами, которые представим на фестивале от Арктики до Дальнего Востока. И мы надеемся, что каждому жителю, каждому гостю во Владивостоке понравятся наши блюда. Сегодня мы угощаем строганиной, индигиркой, нашими сахачай. Также у нас представлены блюда наших местных товаропроизводителей. Гастрономический фестиваль собрал большое количество жителей и гостей столицы Дальнего Востока. Желающих принять участие ожидало много вкусных открытий и сюрпризов.